9 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Член Меджлиса крымско-татарского народа и председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа Эскендер Бариев сообщил 3 ноября, что его родственников, которые проживают в аннексированном Крыму, вызвали на допрос сотрудники ФСБ России. Бариев отметил, что таким образом ФСБ пытается оказать на него давление. Почему Федеральная служба безопасности вызывает родных членов Меджлиса на допросы, как часто российские службы спецслужбы используют родных для давления на несогласных и как политически активные крымчане могут защитить свои семьи от такого давления. Все это мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Александр Голубов. Добрый день. Прямой эфир. Мы продолжаем эфир радио Крым Реалии. Напомню, что слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц 8:35 и 13:10 по крымскому времени, или же в 7:35 и 12:10 по Киеву, а также на 105,9 FM круглосуточно. Напомню, что бесплатный телефон прямого эфира для крымчан 8 810 06 926. Повторюсь, 8 810 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Мы же продолжаем наш эфир. Напомню, что поводом для него стало заявление члена Меджлиса крымско-татарского народа Эскендера Бариева. Он сообщил о том, что 3 ноября его родственников, которые проживают в аннексированном Крыму, вызвали на допрос сотрудники ФСБ России. По словам Бариева, сотрудники спецслужбы приходили к его 85-летнему отцу и 2 сестрам. Также Бариев отметил, что таким образом ФСБ пытается оказать на него давление, цитирую, за то, что тысячи и тысячи людей присоединяются к международному движению за освобождение Крыма и солидарность с крымско-татарским народом. Буквально через пару минут в нашем эфире будет сам Эскендер Бариев. Мы подробно расспросим его о том, как же происходил вызов на допрос, что известно сейчас о его родных. Также я хочу сказать, что в управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю не комментировали пока что это заявление. Если такая информация появится, мы, само собой, ее в эфире озвучим. И вот коллеги говорят, что у нас на связи есть слушатель. Я предлагаю, прежде чем перейдем к разговору, услышать его мнение или вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый Александр Голубов и все, кто слушает на 549 радио Крым Реалии. У меня такой вопрос к вашему будущему спикеру. А вот не просили как-то, я как понимаю, что он находится в Украине, а его родители и родственники находятся в Крыму, не просили, во-первых, перевести в Украину, если это, конечно, возможно, а во-вторых, какие действия будет и сам уважаемый спикер предпринимать, и какие его родственники будут ли в международные суды обращаться, и все куда-то, и самое главное, выводить это на крымские СМИ. Мне вот, кстати, интересно, если бы он ответил, если вообще в аннексированном Крыму какие-нибудь вообще независимые СМИ. Ну, как центральные у нас в России. Есть там «Дождь», «Эхо», а вот что есть в Крыму. А вам, как всегда, спасибо и удачи. Александр, благодарю вас за ваши вопросы. Все эти ваши вопросы, само собой, мы буквально через пару минут озвучим самому господину Бариеву. Напомню слушателям, что совсем скоро он будет у нас в студии. Буквально через несколько минут к нашему разговору также присоединится российский правозащитник Сергей Шаров-Делане. Мы с ним поговорим о том, насколько, в принципе, у российских спецслужб распространена практика давления на родственников политически активных граждан, активистов и оппозиционеров, и о том, насколько это серьезно в конечном счете аукается для родственников этих людей. Я же напомню нашим слушателям, что радио Крым Реалии работает не только утром и днем, но также и в вечернем эфире. Вечером мы всегда говорим о самых важных новостях дня, который прошел, даем беспристрастный их анализ, поэтому не пропустите наш вечерний эфир.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Итак, мы продолжаем эфир радио Крым Реалии. В эфире с вами Александр Голубов. Напомню, что мы говорим о том, как российские спецслужбы давят на родственников политически активных крымчан, в том числе тех крымчан, которые даже не находятся на территории аннексированного Крыма. Поводом для этого разговора, напомню, стало заявление члена Меджлиса крымско-татарского народа и председателя Комитета защиты прав крымско-татарского народа Эскендера Бариева, который сообщил 3 ноября, что его родственников, которые проживают в аннексированном Крыме, вызвали на допрос сотрудники ФСБ. По словам самого Бариева, речь идет о попытке оказать на него давление. И вот к нашему разговору сейчас присоединяется российский правозащитник Сергей Шаров-Делане. Сергей, здравствуйте. Добрый день. У меня к вам такой вопрос. Как часто в России родственники политических активистов и оппозиционеров сталкиваются с давлением спецслужб, не на себя, а вот именно такое опосредованным давлением, когда на родственников давят, чтобы заставить кого-то замолчать или стать более, я бы сказал, сговорчивым? До совсем недавнего времени это было редкостью, в общем-то. Это делалось только в тех случаях, у родственников проходили какие-нибудь обыски или так далее, когда, человека задерживали по уголовным статьям. По болотному делу, скажем, когда задерживали, тогда проводили и у родственников тоже обыски. Но это вполне обычные вещи, это не связано даже скорее с политической активностью, как просто со следствием. Если вы не по политической статье, не по политическим событиям вас задержат по уголовному делу, то, естественно, будет проверка, всех, кто может быть как-то причастен к нему, к вам, близкие люди. Но в последнее время это стало просто массовым явлением, особенно в последний год, когда приходит к родственникам людей, которых задержат даже по административным делам. И тем не менее к родственникам их приходят сотрудники центра или сотрудники ФСБ и начинают такие душеспасительные беседы, явно с целью оказать давление на людей, с тем, чтобы чисто психологическое давление, в первую очередь. Обычно это ничем не заканчивается для родных, но психологическое давление, безусловно, оказывается, и причем сильное. Угу. А насколько такое давление, чем это, вот вы говорите, что это ничем не заканчивается, то есть это не уголовные дела, это просто, скажем так, попытка под поводом обыска провести вот такой разговор и попытаться склонить человека на свою, сотрудничать? Понимаете, в отношении родственников это, как правило, ничем не заканчивается. Побеседовали на них, грубо говоря, через них надавили на того, кого задержали, или того, кто находится в разработке. Для родственников это обычно ничем не заканчивается, ничем страшным, но давление это есть все равно, оно же такое очень сильное, и это через родных оно самое эффективное, даже если понимаешь, что у всех есть заложники, у всех, кто здесь, все родные оказываются в положении заложников фактически. А такая тактика, по вашему мнению, достигает цели? То есть делает ли такое давление людей более сговорчивыми на самом деле? Трудно сказать, но нервов добавляет точно. Нервов добавляет точно, и проблемы с защитой людей этих тоже добавляет, потому что если этих людей начинают потом вызывать, скажем, что тоже часто делается, вызывать их в органы, скажем, ФСБ или органы следствия, то, естественно, приходится, нужно, чтобы они шли с адвокатами, потому что, из соображений безопасности все-таки адвокат человек грамотный и сумеет предупредить неосторожные высказывания. То есть формально все равно риск того, что этих людей попытаются взять в оборот, если они не будут юридически осторожны, то он существует, по вашему мнению? Скорее не их, что они могут по неосторожности, по недостаточной просто компетентности юридической, совершенно естественной для людей, могут навредить своим родным, тем самым, которые оказываются задержанными или в разработке у органов безопасности. Сергей, а насколько, по вашему мнению, это законно, такая разработка? То есть имеет ли процессуальное право следователи, сотрудники ФСБ вот так общаться, вызывать на допросы, обыскивать родственников фигурантов дел?
Ну, понимаете, с обысками это дело отдельное. Каждый обыск, это же нужно получать на это согласие суда. Вот, ну, обычно органы всегда представляют, что там могут находиться какие-то предметы, имеющие предметы или там материалы, какие-нибудь документы, относящиеся к делу. Вот. А что касается таких бесед, ну, в принципе, любого человека может вызвать Следственный комитет как свидетеля, понимаете, или как там, да, как свидетеля фактически же их вызывают. В этом нет формальной незаконности, а фактически понятно, что это все незаконные методы такого, ну, бокового давления на людей. Сергей, а вот Крым, вы знаете, в принципе, Крым как-то отличается в этом плане от того, что происходит в России? Может быть, из-за того, что российские силовики пытаются там действовать более, я бы сказал, жестко, это приводит к более частым случаям подобного давления? Крым относится сейчас к числу 3-4 регионов у нас в России, где практически не действуют законы, где органы, карательные органы наши действуют абсолютно фривольно и ни на что не оглядываются. Это наряду с Чечней, с Дагестаном, там, с Краснодарским краем, вот еще и Крым. Это самый тяжелый, один из самых тяжелых. Это связано с его статусом. Конечно, связано с тем, что Крым — это оккупированная территория, которая пытается, ну, построить, грубо говоря, как говорят, построить, вот так, чтобы там ничто не шелохнулось. Безусловно, это так. Крым — это гораздо одна из самых острых, больных тем у нас сейчас в плане, ну, правозащиты и так далее. Сергей, вот вы говорили о необходимости привлекать адвоката в случае, если вызывают родственников на допрос. Какие еще, возможно, советы вы бы дали оппозиционерам, политическим активистам в такой ситуации? Ну, понимаете, я бы сказал так, что если вызывают родных, то первый совет родным – ничего не говорить. Ничего не говорить. Есть 51-я статья, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких. И это единственная, по-моему, статья Конституции, которая работает вот, по-настоящему. Но отказываться отвечать на вопрос, потому что любое, все, что, как говорится, все, что сказано, может быть толковано против вас. Вот. В этой ситуации совершенно точно не стоит говорить. Ну, естественно, бессмысленно отказываться отвечать на вопрос, как вас зовут, ну, потому что понятно, что этот вопрос бессмысленный. А вот все остальное следует отказываться отвечать. Это самая лучшая защита для ваших родных, кроме исключительных ситуаций, когда, скажем, от вас требуют, вы понимаете, что вы можете дать тем самым алиби человеку, ну, который... против которого возбуждено дело. Вот. Во всех, ну и тут лучше с адвокатом, потому что адвокат лучше поймет, в какой момент это лучше делать. Сергей, а вот нет ли риска того, что вот такой уход в отказ, назовем это так, как он может привести, наоборот, к разозлить следователя, заставить его быть более жестким вот в общении с родным? Ну, понимаете, нет, вполне возможно, но только тут нужно быть просто к этому морально быть готовым, что это давление. Это давление. Заставить он не может ничего сделать, понимаете? Ну ведь, а как заставить? Ну только, пытками против тех, кто вообще проходит свидетелями, но это слишком жестко, так сказать. Это риск для самого следователя. Некоторый, вот, может на это пойти, но это уже исключительный случай, в общем-то. Сергей... Конечно, он будет пытаться давить, но... Да, у меня к вам вот буквально последний вопрос. Он касается того, что вот мы часто видим, что когда силовики давят на каких-то политических активистов, оппозиционеров, то есть на видных людей, это часто фиксируется, в том числе международными организациями, правозащитниками об этом пишут. А как часто, в принципе, в России обращают внимание на вот факты такого давления, я бы сказал, опосредованного? Это как-то фиксируется правозащитниками? Это как-то попадает в отчеты международных правозащитных организаций? Или вот мы просто иногда вспоминаем о таких случаях, когда сами вот известные люди говорят о том, что на их родственников давят? Понимаете, нет, это все зависит только от одного. Если люди, сами вот эти родственники или те, против кого ведется дело, значит, об этом дают информацию, то, скажем, ну, например, ОВД-инфо, это наша вот структура информационная, правозащитная, которая, ну, связана просто подразделением мемориала.
то, конечно, об этом становится известно. Но если люди ничего не говорят, то откуда же это будет известно? Понимаете? Вот тут беда заключается в том, что многие боятся и молчат. Это всегда плохо, потому что всякая огласка позволяет предотвратить излишнюю ретивость органов. То есть, Сергей, говорить пока что вот однозначно о каком-то конкретном количестве вот таких случаев преследования, и вот именно из-за этого сложно, я так понимаю. Знаете, нет, мы можем сказать, можно вполне составить статистику, сколько людей обращалось с этим, но сколько было всего, если люди обращались и ниоткуда, это неизвестно, а как это узнать? Я понял. Что ж, Сергей, благодарю вас за ваши ответы. Напомню, мы беседовали с российским правозащитником Сергеем Шаровым ДЛНМ и говорили о том, насколько, в принципе, в России распространена практика давления на политических активистов, на политически активных людей через родственников. И вот сейчас мы из России перенесемся в Крым. Сейчас у нас в студии Эскендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа и председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Здравствуйте, Эскендер. Добрый день. Вот, собственно, мы с вашего заявления и начали этот эфир о том, что ФСБ вызвала на допрос ваших родственников и, в частности, 85-летнего отца и 2 сестер. Вы могли бы рассказать о том, как это произошло и как силовики мотивировали необходимость допросить этих людей? Очередной раз в ноябре месяце, это на той неделе, пришел следователь ФСБ и, соответственно, принес повестку для того, чтобы мои ближайшие родственники явились на допрос в Следственный комитет Федеральной службы безопасности. Дело в том, что как раз-таки я согласен с нашим предыдущим выступающим, что речь идет о том, что не совсем сразу же реагируют, родственники, даже мои близкие родственники, насколько уже огромный опыт именно вот таких действий, сообщили мне только об этом в воскресенье. Я в воскресенье об этом узнал. В итоге моя сестра пошла на допрос, потому что в повестке там четко написано, если не явитесь, то, соответственно, будет применена сила. И на допросе непосредственно ей показали фотографии для опознания. Ну и, соответственно, моя сестра, имея опыт, конечно же, воспользовалась 51-й статьей Конституции Российской Федерации, где она имеет право не давать показания в отношении близкого родственника. Ну и что касается моей семьи, что касается меня, то я стал наблюдать за следующими тенденциями. В прошлом году в это же время, в декабре месяце, также ФСБ приносила приглашения, не приглашения, а повестки на допрос, но в прошлом году были повестки на допрос моей покойной маме, которая умерла уже в марте этого года, принесли моим 2 сестрам, отцу и моему тестю и теще. А в этом году они обошлись сестрами и отцом. Но они прекрасно знают, что у меня отец 17 лет уже является инвалидом, у него 3 было инсульта и у него афазия, то есть практически он даже при всем желании не сможет ничего сказать, потому что у него состояние здоровья не позволяет. Ну и речь идет подобные вещи творятся практически каждый год. Я помню, очередная такая повестка была еще в 2015 году. Тогда они связывались с теми взрывами, которые были на приграничной территории в Херсоне, с этих электрических вышек. Я тогда публично заявлял о том, что мои родственники не имеют к этому отношения и в моей политической и правозащитной деятельности, и не нужно их трогать, и я лично не имею никакого отношения к тем взрывам. Что касается прошлого года, то они уже связывались с тем, что мою активную деятельность, но и в этом году я думаю, что они больше связывают с тем, чтобы скажем, оказать давление на меня через моих родственников в связи с тем, что мы активизировали такое международное движение за освобождение Крыма и солидарность с крымско-татарским народом Liberate Crimea. И сейчас практически по всему миру проходит акция, объединенная флагом Liberate Crimea. И буквально вчера в Торонто прошла акция
где собрались представители украинской, крымско-татарской диаспоры и наши сторонники. Поэтому... А формально они как это объясняют? Какое это уголовное дело? Дело в том, что у меня есть копия повестки, и в повестке как раз-таки не написано на основании какого уголовного дела, но я ж помню о том, что еще в 2015 году они открыли уголовное дело в отношении меня по 4 статьям. Это посягательство на целостность Российской Федерации, это создание некоммерческой организации, несущей угрозу обществу, использование иностранных денег и экстремизм. Поэтому, в принципе, я и вынужден был остаться, находясь здесь, я узнал об этом. Ну и вот периодически вот проводятся вот такие, ну, и с их, может быть, стороны превентивные меры, но, насколько я понимаю, то они сейчас, если они показывали фотографии на опознание, если они собирают мои биографические данные, я не исключаю, что завтра они могут меня объявить в общероссийский розыск. И что это может дать? Это может дать мое ограниченное передвижение по странам СНГ, потому что Россия все-таки имеет влияние на ряд стран, имеется в виду Белоруссия, там Казахстан, Узбекистан, и кроме того у них есть в рамках СНГ свой договор, и тогда действительно у меня будет ограничено мое передвижение. Что касается европейских стран и западных стран, то здесь я абсолютно не вижу никаких проблем, тем более я не являюсь преступником, я не являюсь уголовником, и если они будут меня преподносить, то это в любом случае будет рассматриваться как политические дела, и все равно мое дело не примет Интерпол к рассмотрению. Поэтому я в этом плане не переживаю. Эскандер, вот буквально через секунду вернемся к разговору. Коллеги говорят, что у нас есть звонок слушателя. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Харьков Игорь. Вот я слушаю вас, но вот Путин над вами прикалывается, не то что издевается, а прикалывается. Вот в Вовите был закон недавно, что когда ваш родственник или родственник крымско-татарских народов где-то воюет, вот виноват не тот родственник, а вы, что вы родственник такого. Вот я вам скажу, что вот есть такой у нас Андрей Садовой, который идет в президенты. Он сказал, что один момент, он сказал, что если мы возьмем путь этого Медведчука за жабры, все будет нормально. Как вы можете приехать сюда с вашими однодумцами в Украину, организовать какую-то черную сотню и взять в плен этого Медведчука? Игорь, я все-таки очень вас прошу, вот я не знаю, понял ли Эскандер. Да, я отвечу на этот вопрос. Относительно Медведчука, я считаю, что Украина — это правовое государство, демократическое, европейское, и если этим вопросом должны заниматься компетентные органы, и, соответственно, если будут выдвинуты подозрения и, соответственно, доказательства, то, конечно, Медведчука должны привлечь к ответственности. Поэтому я думаю, что самоуправства в нашей стране не должно быть, как это, в принципе, проводится на территории оккупированного Крыма, когда так называемая самооборона нападала на крымско-татарских украинских активистов и, соответственно, не получила за это никакого наказания. Что касается тех событий, которые происходят, да, совсем недавно был случай, когда был задержан и проведен обыск у человека, который находился на материковой части Украины, и ему выдвинули обвинение в том, что он участвовал в так называемом незаконном вооруженном формировании. Но извините меня, но не Российская Федерация определять законное или незаконное вооруженное формирование, если даже он и был в числе членов организации этой парамилитарной организации или патриотической организации АСКЕР, то это в первую очередь в рамках украинского законодательства, и нужно еще доказать, он имел ли какое-либо отношение к каким-то правонарушениям. И поэтому здесь, опять же, превышение полномочий со стороны оккупационной власти. Эскандер, давайте все-таки вернемся к теме нашего разговора, и я вот сейчас еще на секунду буквально напомню нашим слушателям, что если вы хотите сказать что-то по теме нашего эфира, то мы всегда рады слышать вас по бесплатному номеру телефона. Это для крымчан 8 810 06 926, повторюсь, 8 810 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Пишите нам, предлагайте свои темы программы, а также не забывайте заходить на сайт Крым Реалии.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете, наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте, наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Искандер, вот вы говорили о том, что может вам угрожать в связи с той повесткой, которая пришла родственникам, с тем делом, по которому их могли допрашивать. А что самим родственникам, по вашему мнению, может угрожать? И есть ли какая-то угроза для них, по вашему, как вы думаете? В этом случае, ну, во всяком случае, мои родственники не ведут, скажем, каких-либо, у них нет каких-либо заявлений, и то, что сейчас Российская Федерация пытается, ну, она, во-первых, официально заявляет, что она контролирует Крым, и, соответственно, она несет ответственность за все действия, которые за обеспечение прав человека в Крыму. И я думаю, что кроме вот такого психологического давления на моих родственников, ну, ничего не должно произойти. И поэтому я и являюсь сторонником того, что мы должны своевременно оповещать и заявлять, потому что, исходя даже из последнего допроса, насколько я понял, потому что понятно, что мне сестра все не рассказывает, но и, в принципе, она основывалась, опять же, на 51 статье Конституции Российской Федерации, то они полностью владеют информацией, что я говорю, где я говорю, на каких площадках международных бываю, там собирают скриншоты, то есть там собраны целые папки дел в отношении меня. И поэтому я думаю, что здесь как раз-таки своевременная реакция, она будет сдерживающим фактором, чтобы не оказывалось какое-либо давление на моих ближайших родственников. Поэтому я не молчу, поэтому я заявляю. И таким образом я хочу опять же обратиться ко всем нашим соотечественникам, которые проживают на оккупированной территории, что любой случай, когда к вам приходят или проводят обыски, или арестовывают ваших, или задерживают ваших близких, будьте добры, сообщайте об этом, потому что это дело, это производство тогда будет на поверхности, и вся международная общественность будет оказывать все равно давление на Российскую Федерацию. И на всех площадках мы об этом будем активно говорить, потому что совсем недавно мы узнали о том, что по Алушинскому и Ялтинскому делу оказалось, что были задержанными 2 человека, и они находятся до сих пор в СИЗО. Об этом мы не знаем, и в свое время родственники скрыли. Сколько таких дел еще в Крыму, мы на самом деле проконтролировать все не можем, потому что многие считают, что они, если не будут активничать, то, может быть, это все как-то уляжется, там, может как-то договорятся, и понятно, что для любого человека очень важно, чтобы его ближайшие родственники были на свободе, чтобы они не находились как бы там, где что не заявлял, или кто не заявлял, лишь бы они были на свободе. И поэтому они ищут пути как бы договориться. Но я хочу сказать, что с этой системой, с российскими силовыми структурами нужно разговаривать только через публичность, только заявляя публично о том, что в отношении вас оказывается какое-либо давление. Ну и, опять же, возвращаясь к тем активистам, практически все адвокаты прошли через путь либо задержания, и Эмиль Курбединов, он вообще просидел 10 суток, либо через предостережения, которые им предоставляли. И совсем недавно был случай, когда непосредственно в офис пришли представители ФСБ и представили Лили Гимиджи, потом Эмилю Курбединову и Семидляеву Эдему соответствующие предостережения. Эти процессы я проходил еще в 2014 году, когда мы инициировали там участие наших соотечественников на выборах президента, и мне тогда впервые принесли такое предостережение, а потом каждый шаг отслеживали и даже вылавливали в кафе ради того, чтобы предоставить предостережение. Ну и если мы говорим о членах Меджлиса, то и члены Меджлиса прошли определенный путь. Были и кому-то предоставляли предостережения, у многих проводились обыски, в том числе и были так называемые административные суды, и 8 человек были оштрафованы. То есть мы видим, что силовые структуры в
в первую очередь таким способом пытаются запугать любого активиста, который имеет собственное мнение, отличное от мнения оккупантов, то всячески они находятся под контролем. Просто вынужден вас прервать. Напомню, в студии с нами был Искандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа и представитель Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Говорили о давлении на родственников политических активистов в Крыму. В студии был Александр Голубов, радио Крым Реалии. Услышимся.